Здравствуйте, дорогие друзья, гости моего канала. Здравствуйте, дорогие скорпионы. Сегодня мы сделаем прогноз на неделю с 8 по 14 августа. Мы посмотрим, какими же будут события в этот промежуток времени. Прогноз можете смотреть как по солнечному знаку, так и по знаку асцендента, либо может у кого-то проигрывается лучше лунный знак. В любом случае вы найдете для себя какую-то подсказку. Также напоминаю о том, что это все-таки общий прогноз. У всех одинаково он не может отыграться. Итак, дорогие скорпионы, давайте-ка смотреть, какими же будут события у вас в промежуток времени с 8 по 14 августа. Скорпионы, 8 по 14 августа. Смотрите вместе со мной. Если я что-то пропускаю, вы мне, конечно же, пишите в комментариях. Я вам отвечу, что это может означать. Так. Пока что событий никаких у нас нет. Есть первое событие у нас казенный дом. Ну, казенный дом это может быть любые государственные учреждения, начиная от ЖЭКов, садиков, я не знаю, оформление документов, нотариусы, даже работа. Даже работа может быть по казенному дому, то есть там, где вы не находитесь, то есть это там, где не ваш дом, да, то есть казенный дом это там, где вы не живете, то, куда вы идете с какими-то справками, может быть, поликлиники, больницы, в общем, вот это вот. Дальше. Дальше. Дальше смотрим. Есть у нас домик. Смотрите, есть какое-то событие в доме, связанное с казенным домом. Ну, посмотрим. Казенный дом и события в доме. Посмотрим, что же дальше нам покажет. События в доме. Может быть, это вы еще и пойдете. Может, это по поводу недвижимости, кстати, что-то может быть. Может, какой-то в казенный дом пойдете оформлять какую-то недвижимость, как вариант. Так, дальше. Есть у нас обман. То есть нужно быть внимательным, чтобы не было никакого обмана в этом казенном доме, судя по всему. Что-то может быть связано еще с документами. Вот это вот казенный дом, что-то может быть связано с какими-то документами. Так, дальше. Так что событий маловато. Будем еще, конечно, смотреть. Может, я что-то пропустила. Так, давайте-ка смотреть горизонтальки и вертикальки. Так, давайте-ка горизонтали посмотрим. Так, нет. Есть у нас совпадение, какая-то быстрая новость, быстрый звонок. Кто-то быстро, внезапно напишет, внезапно позвонит. Так, дальше. Тут нет. Тут вот цыпленок у нас есть, выпал еще.
пленочек. Так, это касается семьи или детей. То есть какое-то событие касаемо семьи или детей. Какое-то быстрое известие. Или событие в доме. Это может быть день рождения у кого-то из детей. Или крестины там. Все такое. Так, дальше. Есть у нас сюда мы его ожидание. В ожидании чего-то будете. В надежде. На что-то надеетесь. Так, еще смотрим. Угу. Так, вертикальки смотрим. Так, так. И тут я не вижу, так, чтобы оно совпадало. Ну, вроде как и все, да? Давайте-ка подытожим, что у нас получается. Подытожим, что получается. Так, у нас есть в начале недели посещение казенного дома. Это все, что связано не с домом. То есть это садики, школы, поликлиники, больницы, ЖЭКи. Это может даже работа быть. В общем, посещение. Это даже в магазин можете пойти. Это тоже казенный дом. То есть, но в основном это то, что связано с какими-то документами. Вполне возможно, где-то что-то вам нужно подписать или забрать какие-то документы. Может, получение паспорта или еще что-то. Будет какая-то очень быстрый звонок какой-то, очень быстрое или приглашение, или кто-то внезапно вам напишет. Так, может быть еще какое-то событие связано с событием в доме. Кстати, казенный дом и события в доме. Это может также говорить о том, что может быть подписание каких-то документов, связанных с недвижимостью. Может, кто-то продает, покупает. Но нужно быть внимательным, потому что может быть обман какой-то. И вы на что-то надеетесь. Есть какая-то на что-то надежда. Также может быть событие в доме. Это может быть рождение детей. Либо может быть кто-то забеременел, либо какое-то событие связанными с детьми, либо день рождения ребенка вполне возможно, тоже может быть. Ну, вот такие вот для вас события. Всем спасибо за просмотры, лайки ставим для обмена энергии, за комментарии, за добрые слова. Всем пока-пока, до новых видео.